Очередной соревновательный день соревнований по волейболу на 5-й летней спартакиады молодежи России. И за всем происходящим на паркете Дворца спорта вместе с вами будем наблюдать мы, я, Власий Сергеев, а также исполняющий обязанности председателя Федерации волейбола Республики Янис Ефимов. Добрый день, уважаемые телезрители. Ну что ж, и у нас, как мы видим, команда уже готова выйти на паркет Дворца спорта 50 лет Победы. Сегодня программу состязаний открывают у нас команда Приморского края и сборная Еврейской автономной области. Ну что ж, видим то, что команда уже на площадке, и сейчас будет приветствие команд. И, конечно же, мы приступим к ознакомлению составов. Сразу скажем то, что у нас команда Приморского края вот играет в фиолетовых футболках, черных шортах. И, соответственно, сборная Еврейской автономной области, они играют вот в черно-желтых футболках и черных шортах. Но нам представляют состав судейского корпуса. Но я думаю, можем приступить к ознакомлению составов. Попросим нашего режиссера вывести составы играющих команд. Ну и я думаю, начнем с команды Приморского края. Итак, состав данной команды. Номер 1 Станислав Рыжков, номер 3 Егор Лазебный, 5 Данила Наточий, 6 Максим Воронин, 7 Александр Примак, 8 Денис Басенко, 9 Вадим Галанжин, 10 номер капитан команды Артем Семерджан, 11 Амин Казымов, 13 Никита Нечипоров, 14 Никита Белоусов и 17 номер Антон Непогожев. Главный тренер команды Петр Воловик. Итак, теперь перейдем к составу Еврейской автономной области. 7 номер Егор Карлин, 8 Иван Бугриштанов, 9 Григорий Пешков, 10 Дмитрий Онищенко, 11 Евгений Бражников, 12 капитан команды Артем Корень, 13 Иван Гутник и 14 номер Станислав Бобров. Главный тренер команды Андрей Иванов. Ну что ж, представили составы играющих команд. Ну и в целом, если говорить, да, об этих соревнованиях, то у нас это является вторым этапом. И получается, победитель данных соревнований, которые проходят в Якутске, он получит право выступить в финале 5-й летней спартакиады, который пройдет летом в Казани. На кону действительно очень многое, дорогие друзья. И что касается нашей команды, то сборная республики сегодня, конечно же, выступит. После этой игры мы приступим к просмотру матча сборной команды Якутии. И проанонсируем то, что сегодня наши волейболисты встретятся с командой Бурятии. Что касается результатов, да, матчей, которые провели якутяне на домашней площадке, то в первой игре сборная Якутии со счетом 3-0 в 3 партиях обыграла команду Еврейской автономной области. Во второй игре якутяне со счетом, также в 3 партиях они проиграли команде Приморского края. Ну и вот буквально вчера сборная Якутии со счетом 3-0 победила сборную Амурской области. Ну, получается, у нас с аналогичным счетом, да, с одинаковым счетом выступает команда Якутии. Но обо всем по порядку. Сейчас, конечно же, все внимание на встречу Приморского края и Еврейской автономной области. Начинает игру Приморский край. На подаче у нас Никита Белоусов. Ну и сразу, конечно, можем заметить то, что да, вот очень рослая команда у Приморского края. Тут есть игроки под 2 метра, 2-метровый игрок даже есть, Егор Лазебный. Будет играть под 3-м номером, я думаю, вы сразу заметили.
ошибка при подаче. Ну и на подаче команда Еврейской автономной области. Это у нас Григорий Пешков. Да, связующий команды Еврейской автономной области. Корень Артем выигрывает второе очко для своей команды. Основной забойщик Еврейской автономной области. Хорошая силовая подача в исполнении Пешкова. Примак Александр с 4-й зоны, нападая, сравнивает счет 2-2. Итак, смотрим. Есть прием, и можно атаковать. Первый судья зафиксировал ошибку при второй передаче. Максим Воронин на ваших телеэкранах. Примак Александр в хорошем прыжке. Свип поверх блока попадает на край площадки. Счет становится 4-2. Здорово увидел свободную зону и сразу же туда отправил мяч. 4-2 в пользу Приморского края. Смотрим. Ух, как здорово! Укороченная передача в район третьей зоны. Дмитрий Онищенко приносит третье очко своей команде и сразу же идет на подачу. Ну, на этих соревнованиях, да, у нас, мы знаем, то, что заявлено 6 команд, представляющие Дальний Восток, и играем мы по круговой системе. По круговой системе у нас сегодня, получается, предпоследний соревновательный день. Завтра заключительный день. Также мы завтра проанонсируем, да, дорогие друзья, завтра мы также покажем в прямом эфире 2 игры, в одной из которых мы увидим также наших волейболистов. Сегодня мы вот начали трансляцию в 15:00, дорогие друзья. После этой игры мы сразу приступим к просмотру матча сборной Якутии и Бурятии. Итак, 5-4. С обоих сторон волейболисты допускают ошибки при силовой подаче. Семирджан Артем, у него планирующая подача. Блок цепляет мяч. Поднимает с задней линии Артем Корень. Интересный розыгрыш получился. Да, не успел подстраховать своего нападающего Иван Бугриштанов. И счет становится 7-4. Второй брейковый мяч выигрывает команда Приморского края. Извиняюсь. Блок зацепил мяч. 5-7. Здорово. Здорово вот так играет. Это у нас Вадим Галанжин. Ну вот, говоря о росте, да, вот я смотрю сейчас вот состав, да, Приморского края, протокол. 190, 200, 187, 188, 192. Действительно, очень рослых ребята привезли. Так, но тут ошибка. Ошибку допускает Белоусов Никита. Чересчур укороченная передача была в его адрес. 6-8. Иван Бугриштанов ошибается на подаче. Ну и вообще вот жаль, да, то, что в трансляцию это не вошло. Вот очень здорово заряжается команда, ну, ребята из Приморского края. Тут на разминке приличный такой они шум устроили. На разминке вот обнявшись, они прыгали, скакали, заряжались на эту игру. Боевой клич. Да. На игру.
Настоящее зрелище. Но я думаю, в перерывах между партиями мы обязательно что-то увидим подобное. 10-6 тем временем счет становится. Ну и нам режиссер телетрансляции предлагает повтор. Но мы вернемся к матчу. Удалось тут сохранить мяч в игре и в атаке. Станислав Бобров ошибается, да, при атаке с четвертой зоны. В аут улетает мяч. Отведенный прием. И опять пас на Пештова. И еще раз. Александр Примак обводит двойной блок. С двух попыток, да, все-таки добыл очко. И у нас команда Еврейской автономной области берет тайм-аут. И сейчас у тренеров будет возможность внести корректировки в игру своих команд. Мы 3 подачи подряд не подаем подряд. Очень много давим, очень много Ну сами. да, хотел я послушать, да, о чем говорят тренеры. Ну что ж, друзья, я думаю, все вы в курсе, да, того, что у нас несколько, да, ухудшилась эпидемиологическая обстановка в республике. В связи с этим у нас приостановлены все соревнования, кроме тех соревнований, которые входят в единый календарный план Министерства спорта республики. И вот в том числе вот наши соревнования по волейболу. На следующей неделе у нас в Якутске в Центре спортивной подготовки «Триумф», кстати, стартует международный турнир по вольной борьбе о памяти Романа Дмитриева. И эти соревнования у нас также, как и данные состязания, пройдут без зрителей. Так что, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию наши трансляции. Хорошая скидка. В исполнении Белоусова Никиты, номер 14. Счет у нас становится 13-7 в пользу Приморского края. Я напоминаю, что с этой командой сборная республики встречалась ранее в рамках второго игрового дня. Тогда в 3 партиях приморцы победили нашу команду. Смотрим, что они придумают в этой атаке. Срывается мяч с ладони Александра Примака. Не успел накрыть. Мяч улетел в аут. Григорий Пешков на подаче. Основной пасующий, связующий команды Еврейской автономной области. Но так как вижу, что когда он выходит на переднюю линию, играет в роли доигровщика. Ну, видим, да, вновь силовая подача и вновь, к сожалению, Ошибка. Да. Да. А на подаче Максим Воронин. По диагонали здорово. Корень Артем, да. Но у нас плюс 5 у Приморского края. Но тут, да, не силовая уже, просто ввели мяч в игру, грубо говоря. А вот хорошая атака в исполнении Александра, да. Примак хорошую щель нашел между антенной и двойным блоком. Очень здорово играет. Притом стабильно выигрывает очки. Да, действительно, стоит отметить, один из самых вот заметных игроков на старте этой встречи. Но тут, конечно, тяжело было, да, в этой ситуации. Да, отведенный мяч от сетки. И Александр Примак все еще на подаче. Смотрим. Хорошая подача. Но тут, да, приходится просто переводить мяч на сторону площадки соперников. Казымов в нападении. Здорово. С одним блоком разбирается Артем Корень, Артем. капитан команды Еврейской автономной области. Тоже основной доигровщик команды Еврейской автономной области. В каждой команде есть по 1-2 игрока, которые стабильно нападают. Здорово все было очень разыграно в этом эпизоде. Смотрим, интересный розыгрыш. Так, что тут у нас? Трос фиксирует первый судья. Да. Неуверенно пошел в нападение Казымов Амин. И попал в трос.
И счет 16-11. По-прежнему 5 очков преимущества Приморского края. И какая подача, смотрите, дорогие друзья. На край площадки укладывает силовую подачу 12 номер Корень Артем. Да, на загляденье, конечно, получилась подача. Смотрим. Еще одна подача. Еще в это же место. Да. Как вам такое, дорогие друзья? Артем Корень, капитан команды, 2 раза подряд. Как на повторе. Но тут с приемом, да, проблема. Проблема у приморцев. Третий брейковый мяч выигрывает лично Артем Корень. Интересный жест, да, демонстрирует Артем. Да. И 16-14. Но существенно сократили отставание. Ну что ж, продолжает подавать Артем Корень. И ошибка. Ошибается при 4-й подаче. 17-14 в пользу Приморского края. На подаче у нас Артем Семерджан, капитан команды. И по диагонали. Да, был не готов к этому мячу Казымов Амин. Хотя мог бы достать. Есть прием. Здорово. Бугриштанов Иван. Центральный блокирующий. Вылетел, да, как в этом эпизоде. Ну и сразу же, конечно, отправил мяч в свободную зону. Ошибка. Ошибку допускает Казымов Амин. Вчера тоже в концовке игры очень часто стал ошибаться Казымов Амин. Очередная потеря при подаче. И 18-17. Но растеряли преимущество волейболисты Приморского края. Вот совсем вот пару минут назад было преимущество 5 очков. Сейчас мы видим, от этого преимущества ничего не осталось. Но вот теперь счет равный. 18-18. Они тоже, вот, волейболисты Приморского края, как-то показывают эпизодами хорошую игру. Начинают выходить вперед. Выигрывают одну партию. Ну и потом сливают 3 партии подряд. Нестабильная команда по итогам предыдущих встреч. Есть приемы. Смотрите, какая атака в исполнении Вадима Галанжина. Вчера Вадим Галанжин в большей степени находился в запасе, практически не выходил. Но сегодня главный тренер предоставил возможность сыграть сразу с первых минут встречи. Хорошая скидка. Это Григорий Пешков. Счет равно 19-19. Упорная борьба у нас идет в первом периоде. Есть прием, и нужно атаковать в этой ситуации. Но тут, конечно, да, не получилось у Артема. 20-19. Хорошо вылетел вверх. Не попал по мячу. Фирменная подача от Белоусова Никиты. И блок. Двойной блок приносит очко. Счет становится 21-19. Комбинация не получилась у Артема Корень. И тайм-аут при счете 21-19. Ну и на повторе мы видим, как здорово в защите действует представитель Приморского края. Давайте не расслабляться. Ну, видим, да, как обе команды заряжены на эту игру.
Напоминаем, что у нас на этих состязаниях участие принимает 6 команд. И у нас выявление победителя и призеров проходит по круговой системе. Победитель вот этого этапа отправится в финал 5-й летней спартакиады молодежи России. Финал у нас состоится летом в Казани. Сильнейшая команда представит округ в Казани. Итак, смотрим. Есть прием. И блок. Успевает подстраховать своего нападающего, 6-й номер. Корень Артем. Вновь Артем Корень. Основной забойщик команды Еврейской автономной области. Есть позитивный прием. Смотрим. И это хорошая атака по диагонали в исполнении Александра Примак. Александр. Смотрим еще раз на повторе. Здорово, да? Перевисел блок. И на подаче Данила Наточий. Она туда не... Сетку задевает. Да. Приморцы. Да. Семержан Артем при постановке блока. Но тут несколько не в так, да, на самом деле. Было сыграно, но видим то, что касание сетки. От пальцев блокирующих мяч улетает в аут после атаки Примак Александра. Еще 23-22. Продолжается у нас такая ровненькая борьба в первой партии. Не стал рисковать Александр. И хорошо скинул. Грамотно скинул Иван Гутник. И не оставил ни одного шанса с защитником команда Приморского края. И счет становится 23-23. Есть прием. И тут срезался мяч. И от блока очередное очко в свой актив записывают представители Приморского края. 24-23. Двойной блок не помог в этой ситуации. Замена в составе Приморского края. Площадку у нас покидает Никита Белоусов. И вместо него у нас вышел Егор Лазебный. Вот, кстати, самый высокий игрок в составе Приморского края появился на площадке. Егор Лазебный ровно 2 метра. «24-24». Скидка. Простой перевод мяча. И вот как решил сыграть в этом эпизоде, но внимательно приморцы. Оставляют мяч в игре. Очень интересный розыгрыш у нас получается. Да, практически с колен пасует Пешков. 24-24. Смотрим. Но тут, да, просто переводит на сторону Еврейской автономной области. От блока Лазебного Егора мяч улетает в аут. 25-е очко зарабатывает команда Еврейской автономной области. Сетбол. И команда Приморского края берет тайм-аут. Ну, вышли, да, наконец-таки вперед представители Еврейской автономной области. И сейчас тренеры, конечно, настроят, да, своих ребят на концовку первой партии. Сейчас очень важный отрезок. И на подаче Иван Гутник. Итак, смотрим. 25-24 в пользу Еврейской автономной области. Жалко, что Бугриштанов Иван зацепил за сетку.
нападая по переходящему мячу. Да, досадно получилось. Да. 25-25. Обидная ошибка. Сам принимает. Подключается Корень. Артем, да. Да, и это Лазебный Егор. Не смог обвести одиночный блок Лазебного Егора. Есть прием и сразу в атаку. Теперь сетки касается Лазебный Егор. Да, не оставляет в покое, да, вот сетку. Да, видно, да, что ребятам еще не хватает игрового опыта. Иван Бугриштанов на подаче. 26-26. Смотрите, какая у нас ровная борьба идет. Есть прием и очень мощно сейчас атаковал Вадим Галанжин. Очередное результативное действие 9-го номера приморцев. Сейчас хорошая передняя линия у команды Приморского края. В 4-й зоне стоит Александр Примак. Основной доигровщик. Так, у нас тут небольшая заминка. Пока не могу понять, вот с чем она связана, да, вот. Ну что ж, отдается свисток, и давайте смотреть концовку этой партии. На 27-26 в пользу приморцев. Ух! Это вновь Пешков. Секретное оружие команды Еврейской автономной области. Все матчи практически он именно играл в роли связующего Пешков. Сегодня играет в роли доигровщика. Равный счет 27-27. И как тут здорово, да, увидел. Почувствовал этот момент. Не хватило высоты у Егора Лазебного, чтобы поставить мяч в игре. Даже его роста, да, не хватило в этом эпизоде, но Да. все настолько мастерски было сделано. Вот это и есть красота волейбола, дорогие друзья. Станислав Бобров. А подавал ее в ответку. Какой мяч прилетает, а? 28-28. Примак Александр не прощает. Да, от души вбил мяч и вновь вот подача Белоусова. Смотрите, как интересно подает. И здорово было тут сыграно. Задержка мяча у связующего команды 29. Еврейской автономной области. 28. Продолжает подавать Никита Белоусов в своей вот этой вот очень интересной манере. Но тут Еврейская автономная область, да, вот Поле, команда да. начинает играть. Пас за спину. Скрытый пас. Ну, в концовке вот можно сказать, что пошла игра. Вот, интересные комбинации предлагают. Не получилось тут от сетки, конечно, сыграть. 30-29. Счет 30-29. Это самый большой счет во всех встречах. Вот на текущих соревнованиях, да? Действительно. 30-29. Да. Ошибается Корень Артем. 31-е очко выигрывает команда Приморского края. Да, 31-29. С таким счетом у нас завершается первая партия. Ну и у нас впереди команда Приморского края. Смена площадками. Ну что ж, дорогие друзья, я хотел бы еще раз напомнить о том, что вот сразу после этой игры, да, мы приступим к просмотру матча сборной команды Республики Саха-Якутия. Наши ребята вот сегодня проведут 4-ю по счету встречу на этих соревнованиях.
В первой игре, да, в рамках первого соревновательного дня якутяне в 3 партиях переиграли, обыграли как раз-таки Еврейскую автономную область. А затем с аналогичным счетом потерпели поражение от Приморского края. Ну и в своей последней игре, также в 3 партиях, они обыграли Амурскую область. Сегодня вот наша команда встретится с Бурятией. Ожидаем очень интересную игру, да? Да. Итак, команда возвращается на площадку, дорогие друзья. Сейчас стартует 2-я партия. Ну, у нас действительно, да, кажется, вот рекордный показатель, да, вот в плане счета. 31-29. Очень равная борьба у нас проходила в первой партии. Посмотрим, что будет во второй. На подаче у нас Станислав Бобров. Итак, все готово для начала второй партии. Встречи между командами Приморского края и Еврейской автономной области. Станислав Бобров подает. Есть прием. Смотрим. По диагонали мощно. Александр Примак неудержим в этой встрече. Да, дай возможность. Да, практически мячи добивает до пола. Много сегодня будет зависеть от действий именно этого игрока. Ну а на подаче Максим Воронин. Смотрим. И это вновь. И снова нападающим ударом 2 очко подряд зарабатывает Примак Александр. Счет 2-0. Да, тут тяжелый прием получился. Ну и как-то поспешно атаковал в этом эпизоде игрок Еврейской автономной области. Счет становится 3-0 в пользу Приморского края. Очередная подача Максима Воронина. Артем Корень зарабатывает 1 очко для своей команды. 1-3. Пешков Григорий подает. Хороший прием. Да, впоследствии вот этой вот неразберихи у нас счет становится 4-1. Александр Примак на ваших телеэкранах. И ошибка при подаче. 2-4. Евгений Бражников. Простая подача. Хорошая силовая атака в исполнении 9-го номера Вадима Галанжина. Достигает цели. 5-2. Артем Семерджан на подаче. И ух! Бугриштанов. Так. Очко-то в итоге. Да, переходит к команде Приморского края, желая добить мяч до пола. Бугриштан задевает сетку. Бугриштанов задевает сетку в нападении. Здорово в блоке играют приморцы. А если быть точнее, Никита Белоусов. Один в один заблокировал Артем Корень Артема. И вновь в блоке хорошо действуют приморцы. Счет становится
2. И команда Еврейской автономной области берет тайм-аут при счете 8-2. Смотрим повтор. Ну тут заставить сетку. нападать. Я бью его, он под сетку. Если ты боишься, ты под себя. Предупреждать был идеально. Бей по задней, подними руку, по задней работе. Говори, Хочешь куда под к нему себя. дойдешь. В итоге мы вдвоем В этом уже от себя не надо, подальше, по задней. Ну, наставление Андрея Иванова вы могли слышать, дорогие телезрители. Как я понял, вот просят не под себя, да, мяч вбивать, а подальше. Посмотрим, как будут выполнять эту установку игроки Еврейской автономной области. А сейчас мы смотрим интересный розыгрыш и такая вот скидка. Как вам, дорогие друзья? Казымов Амин не стал нападать, просто скинул свободное место. Ну, тут да. И Ровненько перевесил блок. 9-е очко. Артем Семирджан, капитан команды, на подаче. Но тут очко Еврейской автономной области. 3-9. Отправляется на подачу у нас Артем Корень. Это капитан команды Еврейской автономной области. Тоже очень заметный игрок. Здорово. Хорошо нападает Казымов Амин. Сильно. Ну, а самое главное, точно. И эффективно. Да. Есть прием. Тут не успел, да, вернуться? Да. Не стал бить под себя Иван Бугриштанов, а направил мяч именно на край площадки. Как говорил тренер ему. Очень четко, да, выполнил установку. Да. Но тем временем мы видели скидку в исполнении Никиты Белоусова. Тоже увидел свободную зону и сразу же скинул мяч. Силовая подача, ошибка. Опять 11. Счет, ну... У нас в первой партии, между прочим, тоже вот приморцы вели, да, вот примерно, ну, так же, да, в 5 очков. Да. Но потом они растеряли это преимущество, вот как вы, Янис, отмечали, да, то, что команда нестабильненько играет, может выдать такой хороший отрезок, результативный, но потом вот это вот преимущество с таким же успехом могут и растерять. Ну, а пока мы видим то, что плюс 7, да, у Приморского края, 12-5. И на подаче Белусов Никита. Хороший прием. Успевает перебросить мяч 10 номер Семирджан Артем. Выигрывает 13 очко. Но я думаю, что в этой партии Приморский край сыграет уже по-другому, более агрессивно. И не даст приблизиться к команде Еврейской автономной области. Вот уже зарабатывают 14 очко. Да, и вот это вот подачей. преимущество, да, она же дает психологический вот комфорт, да, и, конечно, при таких обстоятельствах развивать успех надо развивать успех. 14-5. Блок касается мяча. 6-14. Станислав Бобров. Есть прием и есть атака, хотел я сказать, но тут... Не поняли друг друга. Да. Волейболисты Приморского края при реализации данной комбинации. Да, ну, все-таки у нас возраст, да, вот юниорский, и действительно вот такие неточности можем наблюдать. 15-7. Да, это чисто сказывается отсутствие игрового опыта. В некоторых нестандартных ситуациях ребята теряются. Это уже показали ряд игр, ряд эпизодов.
Вновь успешно действует блок приморцев в этом компоненте игры, да. Хорошо, но тут в сетку, да. Атаковали представители еврейской автономной области. Ну тут, да, придется просто переводить мяч в сторону соперников. Чересчур близко к сетке мяч. И прошил блок. Бугриштанов Иван со второй линии пробивает двойной блок. 8-16. И вот как. Хороший перевод. Здорово. Да, вход практически в 4-й метр. 17-8. Амин Казымов. Хорошая в этой атаке. Александр Примак на подаче. Хорошая подача получилась. И блок. Повезло команде еврейской автономной области, что после такого сильного удара мяч от блока отскочил в аут. Да, видели на повторе досаду, да, на лице Вадима Галанжина. Ошибка связующего. Продолжают набирать очки представители еврейской автономной области. Так, ну, И снова повторяется, да, история? неточная доводка, ошибка связующего. Да, и таким образом счет у нас становится 11-17. И еще одно очко записывается на свой счет. Представители еврейской автономной области 17-12. Вот, да, то, о чем мы как раз говорили. Повтор практически первой партии. Да. Серьезнейшее преимущество было у приморцев. И сейчас гандикап составляет 5 очков. Бугриштанов Уже Иван не 5. начинает раскрываться. Чаще стал доверять связующий игроку первого темпа. Да, и Петр Воловик берет тайм-аут. Сейчас, я думаю, несколько в жесткой форме, да? Надо будет поговорить с подопечными. Она по-другому бросается. Что ты? Назад линию бросаешь, туда-сюда. Ты не подстраховываешь, он тут нападает. В чем дело? Ну ты хоть бегай. Ну ты знаешь, Разбор полетов от Петра Воловика, главного тренера Приморского края. Ну, такие тайм-ауты даже иногда вот нужны не сколько вот для каких-то корректировок, да, а просто вот, чтобы сбить темп, да, Сбить темп, да, постоять, подышать, перевести. В большей степени, да. Да. Замена в составе Приморского края. Тем временем у нас площадку покинул Артем Семерджан, капитан команды. Как я понимаю, вышел Егор Лазебный, да? Да. И тут ошибка в приеме. Ошибается Вадим Галанжин при приеме. Вроде бы прием несложный, не силовой, не сильный планер. Но уже какой раз подряд ошибается в приеме. И опять же недоведенный прием. И очко своей команде приносит Вадим Галанжин. Да, исправляет ошибку своего связующего и принимающего. И обратная замена. Семерджан, капитан команды, возвращается на площадку. Ну а Лазебный самый высокий игрок в этой игре уж точно, да. Ровно 2 метра рост. По диагонали красиво было удар, сделано. да, Артем Корень. Хотя был и мяч, и отведенный, и чуть-чуть перелетел антенну. Справился, правильно укоротил мяч.
Хорошая такая подача в исполнении Артема Корень. Есть прием. И блок. Одиночный блок в исполнении Белоусова Никиты. Да, не удалось Бугриштанову в этом эпизоде переиграть блок. Есть прием и по диагонали. Интересный розыгрыш. Скидка. Не справился с этой скидкой блок. Проталкивает мяч Бугриштанов Иван между руками блокирующих и сеткой. Смотрим на повторе, да. Здорово получилось. 16-19. Но на сей раз прошивают. Блок. Вадим Галанжин. Да. Хорошо. Ну да, не успели в этом Да. эпизоде. Хорошо, мощно нападает парень. 20-16. Скидка. Оставляют мяч в игре. Ошибка у Бугриштанова Ивана. Счет становится 21-16. Вновь преимущество 5 очков у приморцев. В девятку попадает Иван Бугриштанов. — 17-21. Ну то да, не поняли друг друга. Тут каждый, видимо, разыгрывал разные комбинации. Таких ошибок тоже предостаточно каждой команде. Это было сильно. Хороший Александр высокий Примак. Вертикальный прыжок у Александра Примака. И акцентированная силовая атака. На подаче Никита Белоусов. Очередная его фирменная подача. Дается свисток, и Белоусов на подаче. Сетка Да, Пешкова Григория. очередное касание сетки. Желание мощно ударить под себя приводит к тому, что игрок касается сетки. Не попадает в площадку Артем Корень. Да, как говорится, раз на раз не приходится, да? Да. Вот совсем не точно получилось. Не надо, ты должен каждый раз выходить. Ну не получилось, все, оттянулся, дальше повторяем. Оттянулся дальше, понял? Не надо объяснять никому. Времени мало, не надо объяснять. Пацаны, нужно собраться. Очень неуверенно. И вот из-за этого неуверенности вот эти 4-5 очков, они тянутся всю игру. Понимаете? Из-за того, что мы не уверены. Поверьте, играем. Да. Андрей Иванов попросил Больше уверенности своим воспитанникам. да. Ну вот говорит, да, то, что вот эти 5 очков они тянут очень долго. Действительно, вот преимущество в 5 очков у нас очень длительное время держится. И 25-18. Александр Примак ставит точку в этой партии. И в двух партиях у нас победу
празднуют представители Приморского края. Если в первой вот партии, да, у нас очень затяжная такая борьба была. Напомним, что первая партия у нас завершилась со счетом 31-29. Но во второй партии вот в начале, да, обеспечили себе такое серьезное преимущество. Ну и потом уже вот где-то в 5 очков у нас преимущество держалось. И итог у нас 25-18. Ну, как вы заметили, наверное, дорогие друзья, у нас, конечно же, трибуны пустые. В связи с эпидемиологической обстановкой у нас, конечно, соревнования проходят при пустых трибунах. Ну, с настроением у Приморского края все в порядке, да? Да, они даже проигрывают, не унывают, выигрывают. Настроение у них одинаковое. Молодцы, конечно, ребята. Юношеский максимализм у них присутствует. Да, очень такая харизматичная команда. Заряженная. Ну что ж, у нас все готово для начала третьей партии. И судье нужно убедиться, что все на месте. Все соответствуют заявке. Итак, все в порядке. Мы можем начинать третью партию. 2-0. С таким счетом ведет Приморский край. И на подаче у нас Никита Белоусов. Никита сразу выбивает с приема 12 номера Артема Корень. Нас с вами ждет сейчас очередная фирменная подача от Никиты. Смотрим. Да. Воткнул так воткнул. Артем Семирджан. 10-й номер, капитан команды. Здорово выпрыгнул, но тут, конечно, да, сложно было что-либо сделать. И очередная подача Белоусова. Скидка. В этой зоне никого-то не оказалось как раз-таки. 1-2. Но тут и блок не выпрыгнул, и игрока не оказалось. Ошибка при подаче. 3-1. Ошибается Григорий Пешков. И подавать идет Максим Воронин. Чуть не порвал сетку Иван Гутник. А мне коллеги подсказывают, что вторая игра, да, вот у нас стартует 17:00. Третья игра. Ну, анонсируем это для наших телезрителей. Напоминаем, что вот после этой игры мы будем смотреть матч сборной команды республики. Якутяне встретятся с командой Бурятии. Вот это вот можно назвать, да, центральным матчем. Очень интересное противостояние нас с вами ждет. Конечно, мы покажем данную встречу в прямом эфире, дорогие друзья. А тем временем очередное очко на свой счет записывают волейболисты Приморского края. Александр Примак подавал. Но тут, да, Иван сильно не Гутник, точно. да, атаковал практически с места по отведенному мячу. 6-2. Есть прием. Скидка тут не пройдет. Низковат мяч для доигровщика. 8-й Это номер Бугриштанов. Бугриштанов, да, зарабатывает третье очко. И 3
8-6. На подаче у нас Артем Корень. Ух ты! Ну тут, конечно, да. Попробуй среагировать. Хорошее нападение демонстрирует Вадим Галанжин в этой встрече. Свежие силы. Ошибка при подаче. Не получилось переиграть тут блок. Готова к подстраховке, да, команда Приморского края. Немного не хватило либера команды Приморского края оставить мяч в игре. Хорошая подача. И в блоке. Закрывает блок. Да. Станислав Бобров. Удар Казымова Амина. Поверх блока. Да, по диагонали. Да. Точно. Вадим Галанжин. Смотрим. Выпрыгнул и левой рукой. 8-6. Начался открытый волейбол. Да, повеселее игра пошла. Да. Иван. С обоих команд стали пробивать атакующими ударами. Да, не самый хороший прием получился, конечно, тут сразу от тренера получил замечание. Так, Оставляют мяч в игре приморские волейболисты. и посмотрим, что придумают в этой Еще раз атаке. через Артема Корень, да, чересчур закрутил мяч. Если бил бы по диагонали, попал бы в поле. 9-7. И на подаче у нас Вадим Галанжин. Смотрим. Есть прием. И блок хорошо действует в этом эпизоде. Ну и вот такое вот фирменное празднование в исполнении приморцев. Продолжает подавать Вадим. Да, здорово. Это Григорий Пешков. Григорий. Да, и двойной блок оказался бессилен. И ух. Хорошее нападение очередной раз демонстрирует Примак Александр. Хорошую встречу проводит 7-й номер приморцев. Никита Белоусов подает. Да, тут, конечно, не точно. Получилось Штанов 12-8. Иван, да, неуверенно пошел на удар и не попал по мячу. Низковат мяч для первого темпа. Аут. Это вновь Примак у нас атаковал. Немножко не попал под темп передачи, поэтому не успел. Перелетел мяч о площадку. 13-9 счет становится. Ну да, причем прилично перелетел мяч. Максим Воронин на подаче. Ну, казалось бы, здорово все разыграли.
Артем Корень. «14-9» в пользу Приморского края. Ошибается Максим при этой подаче. 10-14. Ну, вновь вот это вот преимущество, да. 5-4 очка у По приморцев. пальцам отрабатывает Примак Александр. Пешков в нападении. Казымов левой рукой с четверки по четвертую. И Корень Артем ставит точку в этом эпизоде. Выигрывает 11 очко. Да, такой продолжительный, очень интересный розыгрыш получился. И там Вадим Галанжин не смог, да, справиться с этой атакой. И счет 11-14. Одно очко. По линии укладывает мяч Примак Александр. 15-11. И на подаче Александр Примак. Сейчас силовая полетела. Да, хорошо. Хорошая силовая. Ау. Хорошо полетела. Но, к сожалению, попал в аут. Вот тот самый случай, когда сильно, это не всегда значит точно. Посмотрим, что продемонстрирует нам Артем Корень. У Артема мяч полетел. Блок на месте. Еще раз через четвертую зону. Да. Пролетел по тросу и ушел в аут. Но далеко не отпускают своих соперников представителей еврейской автономной области. Отставание в 2 очка. Силовая хорошая подача. Силовая. Да. До минимума сократили отставание в счете. 14-15. Вновь хорошая подача получилась. Так. «16-14» в пользу Приморского края. И тем временем у нас замена в составе приморцев. Площадку покинул Артем Семирджан, капитан команды. Вместо него появился Денис Басенко под 8 номером. 16-14. 17 очко в свой актив записывает приморцы. Не среагировал на данный сброс Иван Бугриштанов. Да, и в атаке ошибается Иван Гутник. Но там еще и двойной блок был. Ну и Гутник в сетку пробивает. Поля надо закрыться. А ты пошел разбегаться. За поле. Понял? Сначала принял, потом отбегаешь. А, снимаю. Давай, пацаны, доиграй. Вот тут Петр Романович Воловик прям отдельно с Вадимом Галанжиным разговаривал. Персональные какие-то замечания, указания. И в атаке представители автономной области, и успешно причем. Крепко приложился по мячу Иван Бугриштанов. 15-18. И готовится подавать Иван Гутник. От блока. Тут мяч, конечно, траекторию поменял, и трудно было. Очень высоко хватает мяч Вадим Галанжин. Пробивает по пальцам.
19-15. Касымов Амин на подаче. Зачехлил 1 в 1 Белусов Никита. Счет становится Бугриштанова 20-15. Ивана. Да, не справился с одиночным блоком в лице Никиты Белоусовым. Вновь на месте блок. Обменялись вот скидками. Скидка за скидкой. Да. Нужно было при первой скидке Боброву Станиславу ставить блок. 21-15. Шесть очков преимущества у приморцев. Да, вновь на высоте блок. Команда Приморского края. Не получилось в данном эпизоде и эффективно провести атаку Ивану Бугриштанову. Ну и, конечно, защитные действия команды Еврейской автономной области желают сыграть лучше. Вот что я заметил в данных играх. Дают пас, нападает игрок, и все стоят рядом, смотрят, что же будет. И потом, уже когда сильный отскок, не успевают подставить руки. Очень много таких эпизодов. Ну, конечно, да, это мы можем списать на возраст, да, игроков. Да. Я хотел бы, да, отметить для телезрителей, может, просто некоторые, да, вот думают, то, что у нас взрослые команды играют. Нет, дорогие друзья, это соревнования молодежных команд, юниоры. У нас 2003, 2004, Да. 2005 годов ребята играют. вот у нас под сводами Дворца спорта вот, в Якутске разыгрывается путевка вот, в финал, финальную часть спартакиады. 5-й по счету летней спартакиады молодежи России. У нас финал пройдет летом в Казани. И вот, собственно, 6 команд Дальнего Востока разыгрывают данную путевку. В том числе команда Якутии, которая вот в следующем матче, уже после этой игры, встретится со сборной Бурятии. Дорогие друзья, еще раз анонсируем то, что данная встреча начнется в 17:00. Дорогие друзья, включайте телеканалы НВК Саха, Мамонт, а также YouTube. 22-17 впереди команда Приморского края. В атаке тут не точен Станислав Бобров. После длительного розыгрыша, да, ошибается команда Еврейской автономной области. У нас площадку покинул Максим Воронин. Вместо него появился Никита Белоусов. Также у нас замена проходит в составе Еврейской автономной области. Появился у нас Егор Карлин. Но площадку покинул Станислав Бобров. Песков ошибается. Сетбол у команды Приморского края. 24-17. Шаги от победы. А приморцы. Ух, какая подача, да? Все ниже и ниже, да? Да. Ну и такое бывает. Так, 18-24. Посмотрим, попробует ли зацепиться, да? Как-то попытаться зацепиться. Корень Артем вышел на переднюю линию у команды Еврейской автономной области. В основном, наверное, передача будет идти в его адрес. Скидка. Белоусов скидывает. И это Бобров. точка. 25-19. В 3 партиях у нас сборная Приморского края выигрывает у Еврейской автономной области. И действительно, да, у нас вот борьба у нас была по большому счету вот только в первой партии. Вот очень упорная борьба у нас шла. Первая партия у нас завершилась со счетом
31-29. Вторая партия 25-18. И третья партия 25-19. Ну и празднует победу команда Приморского края. Ну что ж, дорогие друзья, мы сейчас мы уйдем на перерыв. Еще раз напомним, что у нас команда Якутии сыграет со сборной Бурятии в следующей игре нашего соревновательного дня. И у нас игра стартует в 17:00, дорогие друзья. Скоро увидимся. Компания «Денежный поток». Более 15 лет на рынке. Индивидуальный подход. Оформление займа онлайн. Без поручительства и залога. Филиалы по всей республике. Компания «Денежный поток». Быстро, выгодно, удобно. Надо торопиться, если хотите заселиться. 2- и 3-комнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО СПЗ ДСК-1 33 13 28. Евролайн магазин сертификаттарын атылас. НВК Саха телевидение тигер. Bu manlık süper biristler oyun uhtara. Sana çağına diye. Toyota Camry. Toyota Fielder. One Sürücastaga. Üst gökte. On atın sarılak biristler. Çok ülkede en diğer. Эрогей розыгрыш бериштере. УАЗ Патриот, автомат, Kia Rio, мотордах катер, Покровская трака, Сиручастага. Bu харчынан 5 миллион. Оны да бәс сыналар бериштер. Гымыйды көз күнігер, НВК Саха каналыгар, ағас эфирга. Керсиапет! Эрогей! Читайте в новом журфиксе семейный портрет Саниты и Ерхана, люди-легенды Сергей Африка Бугаев, наши за рубежом в Италии и Индии, шаманы и удаганки, Айлана, Иван Константинов, солнце не садится, звезда вдохновений, следующий выпуск юбилейный. Якутия медиа холдинг компания. Мусустары устата кенеге бәчәттәңе бар жанугар 10 бұрыған нақчатчететін ұтаруынар. Ыйталахар телефонгот 219-611. 23 и 24 апреля Прометей приглашает на ярмарку недвижимости в здание ретро-музея на Автодорожной 9Г. Забронируйте на ярмарке первыми квартиры в новом доме с видом на фонтаны. Среди заключивших в эти дни договор мы разыграем дорогие призы. Подробности 700-198. Горячая распродажа морозильных ларей. В Техноторге цены тают. Так, например, ларь на 100 литров всего 12 900 рублей. Илья Винокуров атынан намнағы педагогический колледж Актабай салатын бир эркенигер толору 5 метре кәріңе үрдіктәқ, 7 метре 600 сантиметр усталақ, үйелер туранлары ден үсүді улахан монументальный живописный үлі қас бірді ылжыты сөқтірі көрсір. Аңардас бир холуста элбаға кепсир. Өйден жүллән көрдөккө олох кердиин толору арыяр. Сүдү үле аптара сахан ротун историятын дереңни канааран, ааган билен үйреппит кихи боларын сарбақта баккын. Кени живописец Россия художниктарын союхун чилиене РСФСР наротун үйрегеритин туйгуна. Россия Федерациятын орто үйректәһинин бочотта гөлүхете учуталлара намулугун ытык олохтоого горный улуһуттан төрүттәг Федор Федорович Павлов. Албастан сакаллар байкалыктан келен бүсири бу булан олох суялларын ол кайттаны кыркычыта тең келбитеде. Олону уройдан онтон
Nüçüler gelenler, uçularga bu sakaherin bahalarlar, sarbak, oğuz, karakterdak, banditler da canına gelenler, yolu kurban tüyen turanlar, tıllarınlanlar, dokuz, giystiriydi. Komiyallar evet. Oğlanı köndüre aldım. Ondan gittik. Ondan kere etwa elbisçi bolar. Oğlanı olmadım. O bir de kartına var. Bulukka barda göster. Bu dans gösteri. Bu bana bile elbisçi bola devdim de. Ondan kere dans gösteri zamanlar. Ondan bu üyettir bollana. Sakayla kayalaktık da dolara kurdum orduktara. Gulak sirediyen. Ondan bastan gulgumlikleri. Ondan politsiyanın neyleri. Yügen ağlamlar. Bu da belki yüksekte hayallandır. Ondan bu desans keseri bir ayca kayda keme vasıfta. Bitirildi astaklarına kırılır. Tüyeceğinin kutlular, hordular. Bittiklerini